Союз художников-оружейников Абхазии был создан 2 года назад и, согласно уставу, каждый год проводит отчетную выставку. Мастера представляют на суд специальной комиссии свои лучшие работы, 3 из которых отбирают для экспозиции. Петр Лысенко работает в кузне около 15 лет. На выставке представлены его абхазские ножи. На этом, например, рукоять из редкого дерева, по краям рог буйвола. Металл тоже необычный. Это булат, отлитый из местной руды. Дамасская сталь мы куем в основном на молоте, слои. С кузнечным способом сварка получается. А здесь плавится в специальном высокотемпературном тигле. Металл сам плавится. Просто определенная температура надо выдерживать много часов. Уходит около суток, чтобы расплавить и чтобы он остыл. Потом только уже из этого слитка можно отковывать клинок. Мне больше нравятся кинжалы, но я их не делаю, очень редко. В основном делаю абхазские ножи, потому что абхазцы любят абхазские ножи. Еще один представитель Союза оружейников Дмитрий Дзыба – мастер-универсал. В зависимости от настроения, с одинаковым удовольствием он делает и ножи, и люстры, и орудия труда. Здесь 4 предмета моих. Это цалда, наконечник от алабаща, полет фантазии, нож несуществующий, вот просто он придуманный, и традиционный абхазский нож. Вообще цалда – это один из разновидностей топора, то есть айгуш, да, простите, если неправильно выговорил. То есть он для борьбы с сорняком в хозяйстве, то есть им очень удобно бороться с зарослями. Сад почистить, огород. Достаточно длинно, но есть еще мнение о том, что это один из прототипов оружия гвизарма. Есть такое оружие пехотинца, оно очень удобно против всадника, для борьбы со всадником. Большинство молодых абхазских кузнецов-оружейников учились профессии в кузне Тимура Дзидзария, председателя Союза художников-оружейников. В Союз, помимо мастеров, входят ученые-историки, археологи. Задача не просто делать национальные виды оружия, но и изучать древние технологии, создавать уникальные вещи, реконструкции. Как, например, доспехи абазского воина VI века, выполненные Баталом Джапуа на основе археологических находок Юрия Воронова в окрестностях Цабала. На прошлой выставке был вот тот абсильский воин, но он был частично, полностью не был сделан. На сегодняшней выставке он полностью укомплектован, 15 предметов, куда входят меч, щит, лук со стрелами, пояс, шлем. В процессе, когда он завершал это, он сделал и второго воина, тоже в ламеллярном доспехе, тоже в шлеме. Очень серьезная работа, историческая работа. В Абхазии никогда такой работы сделано не было. Ламеллярные, то есть сплетенные из пластин доспехи, состоят из 1367 элементов с крючкообразным загнутым верхом. Вес доспеха вместе со шлемом 14,5 килограмм. Увидеть его вместе с вооружением воина, а также длинноклинковые, короткоклинковые, ударные, защитные виды оружия можно в Центральном выставочном зале. Надежда Боровикова, Сосрыкуагуха, Абаза ТВ.